Такая съемка, ладно, ребят? Не, Итак, всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Клевая Рыбалка. Меня зовут Вячеслав. Сейчас я нахожусь у своего знакомого, хорошего приятеля Александра Заболоцкого на базе. И вот в их складе они мне разрешили завялить чебаков, которых мы с Дмитричем ловили. Вот, сейчас мы с Александром этим и займемся. Вот мы поставили воду греться. Вот здесь вот я немножко соли с собой привез. Соль, ребята, прямиком из Киппендея. Это наша якутская соль, киппендейская, Сунтарского района. Как я уже много раз говорил в своих роликах, я предпочитаю есть нашу соль, которая минералами богата, полезными веществами для нашего северного организма, то есть для якутян. То есть соль, которая добывается в Якутии. Вот. Кому интересно, можете посмотреть, я контакты дам солезавода, в котором я это взял, под роликом. Поэтому заходите, смотрите, пишите, может вам отправят эту соль тоже. Сейчас у них есть завод, в котором они производят. Так, эта соль очень крупная и она очень хорошо подходит для солений. Но мы сейчас будем делать тузлук и тузлуком зальем. Я взял две емкости вот таких вот. И получается, что вся рыба у меня сейчас поместится в одну емкость. И второй емкостью я придавлю сверху, зальемся тузлуком и поставим солиться. Будет у нас солиться это примерно, наверное, дня 3 будем солить. Потому что рыба идет не потрошенная, не чищенная, прямо так, для завялки чебак. Поэтому его нужно как следует придавить и как следует просолить. Чтобы просолился он, мы его будем солить чуть подольше. Ну, соль будем все на глаз. Я в этом не специалист, сразу скажу. Это все делается у меня в первый раз, такой метод. Поэтому я все буду методом проб и ошибок. То есть этот ролик я, если получится, то значит я все время буду так солить пропорцию соли. А если нет? Если нет, то будем уменьшать, либо увеличивать пропорции. Так что, но все равно вся рыба съестся, никуда она не денется. Вот. Так. Соль пока убираем. Так, рыба у нас маленько не отошла еще, подмороженная, поэтому сейчас я буду чебаков укладывать вниз. Большие. Да, ну всяких разных. А то, что окуньки у нас будут попадаться, Александр забирает своей собаке. Вот, чебака сейчас завялим, посолим, то есть для завялки. Попробуем этот жанр. Новый для меня жанр. Клевая кухня. Раздел клевую кухню. Ну, затрудняется чем? Тем, что рыба мороженая. Из-за этого мы будем чуть-чуть дольше, наверное, держать, получается, в тузлуке.
Итак, вода у нас вскипела. Сейчас давайте приготовим тузлук. Тузлук я буду готовить следующим способом. Значит, соль на глаз берем и добавляем. Примерно мешок. На мешок я беру килограмм соли. Вот столько соли возьмем, давайте. Это получается почти килограмм. Заливаю горячей водой. Вот. Добавляем сюда лавровый лист. Лаврового листа добавим для пряности нашей рыбки. Вот. Ну, примерно так. Чтобы 1/3 пачечки. И добавлю сейчас еще черного перца. Ну, горошка нету, поэтому насыпем просто черный перец. Тоже 1/3. Теперь готовим тузлук, замешиваем. Вода у нас теплая. Мешаем. Тузлук пошел уже. Ну, укроп пока не надо. Думаю, без укропа тут и так хватает. Замес пошел. Можно еще чуть-чуть добавить. Что-то Александр говорит, маловато, ты соли добавим. Давай еще одну горсть добавим. 3 горсти. Вот, получилось. Сейчас заливаем тузлук, потом заливаем воды. Это уже у нас остывший тузлук. И мобильно поливаем рыбу. Смотрим, сколько соли растворилось, сколько недорастворилось. Вот, посмотрите, практически соль вся растворилась. Вот. Тут даже не осталось его. Практически вот. Вся растворилась соль. Наша родная якутская соль. Это суланда dia, pendek tu. Oh, boleh. Oh ya. Dia bakal ikut. Это мы cái nó. Так, сейчас заливаем. Вторая порция тузлука пошла. И все это сейчас обильно мы дольем уже водой. Это у нас концентрированный тузлук получается. Все это сейчас дольется еще водой. Прямо второй посудиной придавим вот так. Главное, чтобы давление было равномерное. Я так полагаю. Так, подожди, наверное.
наверное, отпала уже. Блин, ты мне Харри подыграли. Ну, давай точно. Так, вот сейчас огружаем еще его двумя полежками. Вот она уже, рыба у нас в туздуке. Все, теперь она не испортится. Должна просолиться. Что же, на этом первая часть нашего видео заканчивается. Мы с Александром уезжаем. Ну а вы увидите продолжение через несколько секунд. На сколько дней оставляем? Ну я сейчас уезжаю дня на 3. Через 3 дня придем и посмотрим. Здесь не очень-то и тепло в помещении, поэтому даже не смотрите то, что мы поставили возле системы. Системы вот вообще, вот. Прохладно. Итак, прошло энное количество времени. Вот так у нас все это выглядит. По крайней мере на складе вода в ведре замерзла. Ну, рыбу. Сейчас проверим. Так, вода. Ну, рыба вроде как, вот она, оттаявшая, все. Рассол у нас, так как у нас соленый рассол. Лед здесь только снаружи. Ну, к сожалению, другого помещения нету. Поэтому пришлось солить только в этом помещении. Вот. Глаза уже побелели. Хороший признак. Будем считать, что наша рыба просолилась. Теперь ее будем вялить. Вялить будем, подвешивая кверху тормашками, протыкать на скрепку и подвешивать на веревку. Такой вот метод завялки хотим применить. Посмотрим, что получится. Сейчас одну рыбку попробую поесть. Как она просолилась или нет. Ну и проверим на свежесть, как говорится. Так, мы сейчас с Александром решили попробовать одну рыбу на предмет просолки. Решил попробовать. Александр что-то не решается попробовать. Давайте сами попробуем. Рыба довольно так размякла. Так как завяливать будем с внутренностями, даже не знаю, что из этого выйдет, как она завялится. Но скорее всего она просолилась. Ну, верхняя тогда может быть, конечно, а нижняя. Нижняя часть? Ага. Нижние еще сильнее, наверное, потому что они же были продавлены. Сейчас я попробую. Со спинки отрежу. Абсолютно мало. Судя мало. Вообще, думаю, матахтар. Сейчас я тут. А я пойду сколько. Пакет туз падает, целый пакет. Иди туда. Так, вот начали развешивать рыбку.
Вот так это все выглядит. Замечательно. Сейчас сверху покажу, как все это смотрится. Вот так. Ну и сбоку. Постелили картон снизу, чтобы капало на картон. И дальше сейчас развесим, потом небольшой рассказ сделаю. Вот так вот на скрепочки цепляем. И дальше просто их развешиваем. Итак, вот мы с Александром развесили все. Вот так получилось. 3 ряда. Где-то здесь 120 чебаков у нас влезло. Купили 3 пачки скрепок по 50 штук. Да, 3 пачки купили по 50 штук скрепок. 150 штук. Ну да, кстати, где-то 150 штук, да, здесь. Ну, да, не 120, 150 штук. И что мы еще сделали? Я, значит, соли еще чуть больше добавил. То есть то количество соли, которое я вам показывал, нужно еще примерно в 2,5 раза увеличить. Даже в 3. Ну, потому что соль была крупная, кемпиндейская. Из этого я дополнительно еще растворил в 5-литровом тазу, этом сковороде и этой кастрюле. И досыпал соли. И еще 2 дня, получается, подержал под прессом. Итого 5 дней где-то просаливалась рыба. Вот. Попробовал ее на вкус, одну нарезал, попробовал. Соли нормально, достаточно. Вот. Ну все, сейчас осталось только ждать. Вот подстелили вот такие промокашки. Знаете, ящики картонные. И пускай теперь туда стекает. Главное, чтобы у нас рыба не соприкасалась. Вся вот так висела. И подсыхала. Все. Через неделю придем и посмотрим, сколько рыбы осталось и сколько высохло, да? Вот с этого края вот так выглядит. Вот так вот получается вот 3 ряда. Вот они. Вот вид сверху. Ну и вот вид сбоку. Вот так вот. Итак, на этом наш этап закончился, развешивание засолки. И теперь вы увидите уже готовый результат. То есть через неделю. Для вас это будет... Мы будем ждать целую неделю, для вас это будет всего лишь несколько секунд. Не переключайтесь. Итак, прошло 10 дней. Мы с Александром приехали посмотреть на результат. Вот, посмотрите. Сейчас я сниму одну рыбу. Александр, говорит, уже пробовал. Получилось, говорит, хорошо. Я не пробовал, но сейчас попробую. Вот так вот подсохло на свету. Давайте посмотрим. Вот, посмотрите, как она смотрится на свету. Прозрачная.
Да, очень прозрачная рыбка стала. Вот. Ну давайте. Так делается обычно. Чебак провялился, стал очень легким. Мясо белое. Вот. Можно наблюдать. Солнышко просит. Соль хорошо выражена и не пересолена, главное что. Для любителей пенного, думаю, что оценят. Ну все, эту рыбу я заберу, остальное все собираем. Виктория. Ну вот, вот такой вот, так скажем, рецепт или, ну, как бы наш способ, который мы применили с Александром, засолили и завялили вот этих чебуков. Всем спасибо за просмотр, всем пока, всем хорошего настроения, пишите ваши комментарии.